Благодаря принятым мерам и работе оперативного штаба удалось предотвратить настоящее экологическое бедствие. Сегодня от нефтеотходов не осталось и следа, но на этом работа не завершена. Очистные сооружения нужно реабилитировать. Сюда в планах запустить больше 10 тонн полезных бактерий для биологической очистки воды. Живые бактерии, которые до сброса нефтеотходов очищали воду в сооружениях из-за химикатов, погибли. Все это время специалисты день и ночь восстанавливали состояние объекта. Мастер Назир Майсагов признается, пятно от нефтеотходов было настолько большим, что даже под такой бурлящей водой его невозможно было не заметить. Тревогу забили сразу. изначально حجمها استهمدا تها جت دقة عشوا دنيا ويقيش остров ханят ал присом дерек из хуш де хаз о момента социалات жир для ощущения съемки в периодах а дагр хуш خي должаха خي хуш днена должа тче остров лахтыш ызыл ачейта тоннами хачан могущей пара хаец би хаец хамюатыш хатан yani би хаец а веште остров yani адыр. ЧС произошло неделю назад. Как установили специалисты, нефтеотходов в канализационный коллектор сбросили неизвестные. Органы власти незамедлительно оповестили о случившемся. На месте создали оперативный штаб. Работать нужно было быстро, ведь река Назранка оставалась под угрозой загрязнения. Там на месте было принято решение, включая и Минприроды подключились, МЧС республики подключились, что незамедлительно необходимо использовать сорбент нефтепродуктов, который, к счастью, производится у нас в Ингушском государственном университете. Спасибо ребятам, они оперативно подключились. Порядка 20 килограмм сорбента было использовано в первые сутки. Сорбент, он на поверхность собирает именно пленку мазута, образовывает ее в сгустки, и в дальнейшем уже сотрудниками водоканала и ребятами были собраны специальными крючками, ведрами именно сгустки мазута. Огромная работа по восстановлению состояния очистных сооружений и предотвращению возможности возникновения ЧС проведена Министерством строительства ЖКХ Республики. Приняли решение оперативно запустить дополнительные бактерии, которые поедают разлагающиеся нефтепродукты. Нам поступила информация, что представители московской фирмы находятся в Ингушетии, ООО «Агробиоцикл», если не ошибаюсь. Мы быстренько сориентировались, их пригласили. По объемам они нам насчитали, что необходимо порядка 100 литров живых бактерий, которые в течение 7 суток будут взаимодействовать с отходами нефтепродуктов и разлагать их. Было принято решение до поздней ночи, значит, оперативный штаб, мы там на месте работали с сорбентом, пытаясь максимально собрать ту пленочную массу, которая образовывает сгустки нефтепродуктов. После этого уже ближе к полуночи бригадами Ингушрегион водоканала, студентами, представителями Ингушского государственного университета, которые работают в сфере разработки этого сорбента, были завершены работы ближе к полуночи, и в этот момент мы слили туда 100 литров этих активных бактерий. Кто, а главное, зачем вылил отходы в канализационный коллектор, зная, что они напрямую попадают в очистные сооружения, предстоит установить прокуратуре. Виновные нанесли ущерб почти на 3 миллиона рублей. Сейчас главное, как говорят специалисты, что все худшее позади. Назранке уже ничего не угрожает. Ну, порядке где-то чисто мазут аж догадываешь, смысл должен, да, хам хадят, сагыз, малавогат, может дяди, дал халиш кодут, шифа дяди, шимала, зидяди, на хадят, вот же, чариш, цехиш моду, хамаши, мала зидят кодут сага. О, сразу фадер, сах, схи аж должен, ораха, это прикрыт, омаша, жах хабина, ши сразу фильтр создать, вот же, за нефть тут алват должен. Фильтр создать, я хи через фильтр чактяка. Загрязнение изгия мелхулук изгия чакалтыр вот загрязнение замятигер.
Студентам-химикам Ингушского госуниверситета сотрудники Министерства строительства ЖКХ Ингушетии выразили благодарность. Благодаря молодым ученым удалось предотвратить необратимые последствия. Проект по очистке сточных вод от нефти и нефтепродуктов в центре ИНГУ не раз становился финалистом Менделеевского конкурса. Пригодился он и родной республике. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24.